6 августа 1996. Город Грозный. Общежитие, где находились сотрудники ФСБ, окружили боевики. Они обступили здание с 3 сторон. И все происходящее фиксировали на видео. Внутри здания никакой паники. Алексеев дает четкие указания, как вести огонь, и терпеливо выслушивает требования сдаться. В течение времени, Алексей, пожалей своих ребят. Даю тебе слово, что я твое слово не нарушу. А если ты не веришь, ты можешь СОБР запросить. У тебя и время есть на это. Встречай. А мы не СОБР, мы ФСБ. Знаешь что? Извини за выражение, но это то же самое, только в другой руке. Поэтому поторапливай. А дальше был многодневный бой и 2 ранения Алексеева. Утром 8 августа из окруженного боевиками здания решено выходить 3 группами. Первая прошла без единого выстрела. Через некоторое время пошла вторая. С ними и раненый Алексеев. Группа попадает в засаду. Ее участников, по сути, расстреливают в упор. Для подполковника 3-е ранение становится смертельным. Сегодняшний день для меня всегда тяжелый день. День гибели Саши. Поэтому мысли, вот особенно накануне, всегда возникают разные. И вот что бы я хотел сказать по этому поводу. Есть замечательный фильм, на мой взгляд, «Офицеры» режиссера Владимира Роговцева, снятого по одноименной повести Васильева Бориса, в котором один из героев, словами автора, сказал замечательную фразу: «Есть такая профессия – Родину защищать». И еще все мы знаем, что в жизни всегда есть место подвигу. Думал ли об этом Александр Иванович Алексеев в те августовские дни 1996 года в Грозном? Думаю, что по большому счету нет. Он, как настоящий офицер, гражданин нашей страны, выполнял свой воинский и гражданский долг. И выполнил его до конца. И сегодня Александр Алексеев рядом со своими товарищами. Его памятник у здания управления ФСБ, где в день памяти героя живые цветы. Минута молчания. И суровые лица тех, кто знает, какой ценой в той почти забытой чеченской войне такие, как Алексеев, смогли отстоять мир. Ценой своей жизни.